Привет, друзья! Рады приветствовать вас в новом выпуске подкаста «Jazzball». С вами сегодня Никита, а поговорим мы о том, когда искусственный интеллект ошибается и где технологии не справляются. У нас в гостях коллеги из коммерческого департамента и департамента логистики Арчи Сканавия и Алексей Кругликов. Добрый день, коллеги! Здравствуйте! Добрый день! Коллеги, у нас сегодня тема очень интересная. Мы сегодня будем говорить про искусственный интеллект, про то, как он внедряется. И, наверное, было бы правильно начать с терминов. Что мы имеем в виду, когда говорим искусственный интеллект? Да, это действительно интересный вопрос, потому что в общественном сознании иногда бывают такие крайности. То есть кто-то, например, считает, что искусственный интеллект – это только вот эти сгенерированные видео смешные в социальных сетях. Кто-то, наоборот, считает, что искусственный интеллект – это практически любая оптимизация или автоматизация или что-то аналитическое, что внедряется в компаниях. На самом деле истина где-то посередине, поэтому давайте действительно для сегодняшнего разговора примем, что искусственный интеллект – это такие области, как распознавание контента, либо генерация контента, либо предсказание. И одна из важных тоже черт искусственного интеллекта – это самостоятельное развитие модели, то есть так называемое дообучение. То есть это не какая-то фиксированная формула, не какой-то фиксированный отчет, а, как правило, искусственный интеллект регулярно получает какую-то новую информацию и на ее основе начинает работать как-то по-другому. То есть это отличается от обычных программ тем, что там есть некий алгоритм, по которому все должно работать, а в нашем случае с искусственным интеллектом он постепенно учится на новых данных, и, соответственно, так сказать, его внутренние алгоритмы, они как-то меняются в процессе этого обучения. Да, все верно. То есть, в принципе, искусственный интеллект – это, естественно, не единственный рычаг, который есть у ритейлера, если мы говорим про нас, например, чтобы улучшить свою работу. Мы используем и просто аналитику, и какие-то роботизации, например, какие-нибудь автоматические рассылки или генерацию каких-то расчетов по формулам. Но именно искусственный интеллект – это когда действительно в чем-то имитирует человеческое мышление. То есть он видит новые вводные, на основании их делает новые выводы. Хорошо, вроде с терминами определились, тогда интересно было бы сейчас начать, наверное, с того, чтобы вы рассказали, какой у вас опыт внедрения искусственного интеллекта у нас в компании. Смотрите, я и Алексей, мы представляем коммерцию и логистику, поскольку мы, наверное, знакомы не прям со всеми инициативами, которые были в компании, возможно, есть какие-то еще примеры. Сейчас у нас используется механизм так называемых нейросетей трансформеров. Кто пересекался в своей жизни с чатом GPT, это технологии, лежащие под чатом GPT. И, естественно, я тут не имею в виду, что сотрудники автозаказа пишут в окошко чата GPT, какой будет спрос, и получают ответ в виде какого-то текста. Разумеется, это не так. Но похоже именно то, что под капотом. То есть особенность вот этих нейросетей и трансформеров в том, что они сами умеют определять важные вещи в контексте. То есть, когда вы им задаете какие-то вопросы, они анализируют вашу речь и понимают, на что стоит отвечать, на что не стоит отвечать, какие слова значимые, какие незначимые. Точно так же работает по такому принципу прогноз, который у нас сейчас есть. В него загружается максимальное количество исторических данных, цена товара, наличие других товаров в этот момент на остатках магазина, наличие промо, куда он выложен в торговом зале, вплоть до погоды, которая была в этот день. И модель сама решает, для какого товара важно, что он был самый дешевый в этот момент, а для какого, что в этот момент проходил какой-то тематический праздник. Но, наверное, то, что на нас больше всего влияет на всех, это автозаказ с прогнозом внутри, потому что это наш товар на полках, это то, что видит в итоге покупатель, это точка соприкосновения, которая вообще, наверное, каждого сотрудника у нас касается. Поэтому сегодня максимальное внимание ему хотели уделить. Мы ритейлер, и, собственно, основная цель – это продажа товара. Соответственно, от того, насколько качественно мы считаем прогноз, от этого зависит, скажем так, показатели всей компании, потому что это наша, скажем так, ключевая сфера деятельности. Поэтому компания уделяет этому достаточно много времени, то есть это такой стратегический блок развития, и, наверное, искусственный интеллект – это как раз то, что позволит нам подняться на какой-то более высокий уровень, чем было несколько лет назад, потому что мы довольно долго уже пытаемся построить и математические модели использовали, и упрощенные модели расчета использовали, но наверное, та модель, которая используется сейчас, она наиболее перспективная
И та точность прогнозирования, которую мы сейчас имеем, она не финальная, то есть это не наша цель, да, но тем не менее это максимальная точность, которая была за все время развития системы прогнозирования, да, такой, в которой ранее мы не использовали там нейросети. Поэтому мы очень надеемся, что в какой-то момент наша текущая модель станет еще лучше, и мы сможем там дообучить ее настолько, что точность будет приближаться к 95% и выше. Да? Очень бы хотелось выйти на эти цифры. Понятное дело, 100% не получится, потому что это невозможно. То есть даже в теории. Но есть определенный элемент случайности. Да. А сколько сейчас у нас процентов? Сейчас мы имеем около 70% точности, но это без очистки, да, то есть потому что есть факторы, на которые сам расчет прогноза не влияет. Это и сервис поставщика, и выкладка товара на полке, и какие-то проблемы там с физическим наличием, да, товара. То есть когда система просто не может учитывать эти факторы. Поэтому, если делать там какие-то глубокие очистки, то точно, процент точности будет выше. Спрогнозировать абсолютно все не получится, потому что это как представленность. Да? Есть там такая теория, что можно сделать 100% наличие всех товаров на полке, но это будет слишком дорого для компании, потому что там каждый процент, который будет приближаться к 100, он будет там стоить компании на порядок дороже. Ну и плюс есть вещи, которые, наверное, не стоит даже прогнозировать. То есть, ты, например, говоришь, уровень сервиса поставщика. Может быть, мы даже могли бы предсказать, что поставщик не приедет и не привезет нам этот товар, и на самом деле продаж по нему не будет. Но вопрос в том, что тогда, получается, у нас прогноз товара 0, условно, да, на этот период, и получается, что мы его тогда и заказывать-то вообще не станем. Но при этом мы не должны так делать. Мы должны всегда надеяться, что все наши товары будут продаваться с той скоростью, на которую они способны. Вот, поэтому тут еще есть такой нюанс, что наш прогноз продаж именно вот в нашей ситуации такой всегда чуть-чуть оптимистичный. И дальше уже вопрос, а как нам, нашими всеобщими усилиями по какому-то исполнению качественному добиться того, на что эти товары реально способны. То есть правильно ли будет сказать, что сейчас эта модель, она прогнозирует, наверное, скорее не продажи, а спрос, да, на какой будет спрос на наши товары, но она при этом не прогнозирует нашу часть исполнения, да, это приведение этого товара к покупателю, мы эту часть не анализируем, наверное, там очень много каких-то дополнительных данных надо было бы вводить, чтобы этот прогноз тоже калькулировать, и, соответственно, поэтому у нас 70 – это такой грязный такой процент получился. В какой-то мере, да. Наверное, то, что я сказала про оптимистичный прогноз, он реалистично оптимистичный. То есть, естественно, если какой-то товар систематически очень плохо возился всегда, то мы не начнем прогнозировать под то, что он будет на полке ежедневно. Мы будем прогнозировать под то, что просто в ближайшее время он приедет. Вот, наверное, такой расклад. А чтобы было понятно, до внедрения этой модели искусственного интеллекта у нас прогноз с какой точностью был? По-разному, да, то есть зависит от той модели, которую мы использовали. Мы на самом деле за последние 6 лет поменяли 4 варианта, да, то есть это был и отдельный там просто математический расчет, который нам делал внешний вендор, и отдельная прям программа, которую мы отдельно покупали. И изначально ребята из Big Data начинали с прогноза, который считался без помощи нейросетей, да, то есть и, наверное, последние 2 года, как мы используем последний алгоритм с помощью нейросети. А точность на самом деле была разная, то есть в самых плохих вариациях 52%, да, это была, к сожалению, минимальная точность, которая у нас была за все это время. Это довольно низкая цифра, сразу скажу, потому что по факту каждый второй товар не угадывали. Окей, хорошо. А скажите, вообще есть такое ощущение, что вы говорите, там уже несколько моделей поменяли, они, видимо, как-то плохо работали. Да, какие вообще ошибки там могут появляться при внедрении искусственного интеллекта? Те модели, я же говорю, которые у нас были, они не были связаны с искусственным интеллектом. Это обычные математические модели. А модель именно искусственного интеллекта, она первая у нас? Да. Ага. Да. То есть ранее мы не использовали. То есть это была обычная математика без всяких,
скажем так, технологий, которые сейчас есть. Поэтому, наверное, даже не очень корректно будет сравнивать, да, потому что все-таки это немножко разный уровень и расчетов, и данных, да, которые использовались в модели, потому что, условно, одна из первых моделей, она брала там ограниченную историю продаж, и она там могла работать только там с продажами там за последние там пару месяцев, да? То есть, соответственно, она, в целом как бы не могла конкурировать с другими, потому что очень ограничен был объем данных, которые мы в нее заливали. В текущей версии, да, мы грузим туда продажи за всю нашу историю, и по факту объем данных там очень большой, который модель анализирует и на чем она, собственно, учится. Она действительно гораздо сильнее предыдущих вариантов, которые были, но это не значит, естественно, что она безгрешна, никогда не ошибается, и мы действительно в это тоже хотели сегодня углубиться и поделиться такими историями. То есть в чем искусственный интеллект сильнее, это одновременный учет большого числа факторов. Модель, вот за счет как раз того механизма внимания и определения контекста, про который я говорила, она может сама разобраться, что ей нужно использовать, что не нужно. Мы в нее просто загружаем максимальный объем данных, который мы можем собрать. И из этого выходят как ее сильные стороны, так и ее слабые стороны. Сильные стороны, да, что все мы, может быть, умозрительно знаем, что на продажи перед Новым годом влияет и то, что приближается Новый год, и то, что этот товар встал на скидку, и то, что его выложили в хорошем месте, и то, что его было много штук в наличии, и то, что снег пошел. Вот. Но, наверное, очень мало кто, или, скорее всего, вообще никто человеческим мозгом может все эти факторы совместить и вывести какое-то точное там, число прироста, которое будет именно на этот товар, именно при сочетании всех этих факторов действовать. Вот модель это сделать может, она на это способна. Но из минусов первое, поскольку нам нужно очень много этих данных, и их нужно все обрабатывать, то, во-первых, нам нужно все эти данные собирать и вести. Это требует мощностей технических просто. То есть эта история, она дорогая. И второе, это то, что ее нужно постоянно поддерживать и подкармливать новыми данными. Алексей не даст соврать, у нас были истории, когда, например, мы по каким-то причинам не могли какое-то время обучать модель, и она работала на старой истории. Вроде бы она уже все должна знать, уметь. Она видела там, сотни тысяч чеков и так в прошлом. Но именно от того, что мы переставали ее кормить новыми чеками, ее качество начало деградировать. То есть это не одноразовая история, которую ты внедрил, забыл, уволил дата-сайентистов и дальше живешь, пользуешься. Нет, она требует постоянного ухода, чтобы реализовывать свой максимальный потенциал. А почему это так работает? Она разучилась вот через какое-то время? Нет, это именно сам механизм обучения и до обучения, он так работает, что мы постоянно получаем какие-то новые вводные, да, у людей есть какие-то новые вкусы, какой-то бренд стал более популярным, чем другой, там тренд пошел, сезон пошел, еще что-то. Конкурент рядом с магазином открылся. И все это получает отражение наших основных данных, да, основные данные ритейлера – это чеки. И если модель не знает последние новости, она начинает устаревать. Она все еще живет где-то там в 2024 или 2023, вот, и не дает такого качества, как мы от него хотим. То есть, если бы поведение покупателей было бы раз и навсегда одинаковое, то, наверное, ее один раз научил, и все. А поскольку постоянно люди как-то покупают что-то новое, какие-то тренды появляются и так далее, поэтому ее нужно дообучать постоянно, чтобы она, так сказать, в тренде была. Все так. Да, меняются потребительские настроения, то есть меняется, скажем так, спрос, да, постоянно по каким-то группам товаров, по каким-то торговым маркам, он изменчив, к сожалению. И на самом деле, если говорить о вот этих историях, да, то я бы еще отдельно выделил какие-то аномальные события, да, которые происходят, которые сильно выделяются из стандарта. Когда случился ковид, там, в начале 2020 года, то есть там начался ажиотажный спрос по определенным категориям, потом начался там массовый переход в онлайн, да, потому что в магазины были сложности попасть, и, соответственно, это все очень сильно повлияло на способности моделей. У них прям очень серьезные проблемы начались, да, потому что модель не смогла понять, что происходит, да, то есть точность катастрофически рухнула у них, поэтому им пришлось переключаться на обычную
математическую модель расчета, да, потому что в ней это немножко проще было, знаете, с помощью там, ручного управления, да. То есть ИИ, ну, видимо, неправильные выводы делает, да, он же ему, если не дать контекст про то, что сейчас ковид и сейчас особая ситуация, надо на эту скидку делать, да, то он, соответственно, начинает зависимости искать в погоде, может, еще в чем-то, да, в дате, как это бывает там перед спросом, перед Новым годом, да, и он, как видимо, неправильные выводы делает. Да, здесь есть нюанс, что в таких аномальных ситуациях теоретически все можно воспринять и тоже заложить в модель, но вопрос, оцифровываются, да, ли эти события, ведет ли их вообще кто-то, потому что, ну ладно, окей, ковид – это такой большой общий крупный пример, но есть же много событий, которые могут генерить какие-то локальные аномалии, например, там рядом конкурент, не знаю, сделал какое-то массовое открытие с праздником. Или, например, там магазин поставил оборудование, которое не было предусмотрено, с него пошли дополнительные продажи. Вот. И если это никак не внести в качестве информации, с которой модель может работать, она не сможет это учитывать и, да, действительно начнет искать в зависимости где-то еще. Ну да, вот у нас на самом деле много таких событий, мелких, локальных. Ремонт дороги. И, соответственно, это влияет, очень сильно влияет там, на трафик в магазине, да, потому что там нет подъезда к магазину, то есть вы теряли клиентов, которые приезжали, там, парковались рядом. То есть, по факту, с нами остались только местные жители, которые живут в домах поблизости, да, потому что подъехать к магазину, например, было невозможно. И так в систему мы такую информацию пока не вносим, да, вот по таким магазинам мы будем иметь, сама модель не сможет определить причину резкого снижения спроса, да, потому что для нее просто не существует. Ну, этих данных. Да, данные сказали им о том, что ремонт дороги. А как тогда искать эти аномальные события? Это же человек должен этим, получается, заниматься. Или кто? Ну, здесь нужно их все-таки кластеризовать, да, то есть если это глобальное аномальное событие, ну, а-ля старт ковида, да, то это немножко модели проще о ней сказать, да, потому что это затрагивает там все магазины, да, то есть и там не будет разделения там, что здесь так, а здесь так, это повлияло на всех. А то, что касается вот локальных событий, ну, то есть мы хотим в будущем прийти к тому, чтобы все значимое, да, то есть ну, то, что повлияет на продажи, да, в итоге все-таки вносилось, да, чтобы мы могли сказать в модели, что, например, в этом магазине там происходил рефит, да, то есть там был ремонт, покупатели там не хотели приходить, потому что было пыльно и не очень красиво, да, и, соответственно, это как бы повлияло на продажи. Если это все потом внести, там будет какая-то историческая база. Получается, здесь огромный пласт работы о том, чтобы искать, какие данные могут быть значимыми, и постоянно их довносить, да, искать источники этих данных, как их можно собирать и так далее. Ну, бигдатисты, насколько я знаю, этим как раз в том числе занимаются. Периодически возникает какая-то гипотеза по поводу того, какой фактор там может улучшить качество прогноза, если эту информацию добавить. Там, праздники, ну, погода та же самая, да, осадки, я помню, добавляли в какой-то момент. Вот. После добавления такого фактора обычно просто делаются тесты, то есть стало ли лучше или нет. Вот если нет, то фактор убирают, чтобы не перегружать модель. Если стало лучше, то оставляют и ищут, что добавить еще. Нужно заняться именно, скорее, вот этими локальными событиями, которые затрагивают либо конкретный регион, либо конкретный магазин. Ну, вот как из примеров, да, у нас тоже пару лет назад в Петропавловске было наводнение, и это довольно значимо повлияло на динамику продаж, ну и на потребление определенных категорий товаров. Например, вода больших литражей. Продажи выросли там в сотни раз, ну просто потому, что у людей не было больше возможности получить пресную воду. И вот такие моменты локальные нам нужно будет научиться это вести, там, сделать определенное хранилище этих данных. Погодите, это же получается, что если мы хотим такие факторы учитывать, как, например, наводнение, это нам надо тогда научиться прогнозировать наводнение. Не совсем так. Есть данные, которые известны при обучении, и есть данные те, которые применяются при, собственно, построении прогноза в будущее, и они не всегда одинаковые. Мы понимаем, что есть какие-то вещи, которые на истории нам известны достоверно,
например, те же самые остатки товара. А в будущее мы можем только предполагать. Вот, поэтому учиться прогнозировать, ну, наверное, не обязательно, но мы должны знать, что повлияло именно оно, а не то, что так совпало, что именно в этот день у этой воды сделали скидку 5%, и тогда в дальнейшем, в будущем, когда у нее будет скидка 5%, и по нашим прогнозным данным наводнений не будет в среднем, чтобы эта вода не выросла так же, как вот она вырастала в примере у Алексея. Ну, есть, наверное, еще более простой пример. Это, я не знаю, у нас есть магазин, который расположен рядом со стадионом, и вот когда был матч Кайрат-Реал, да, то есть мы получили в моменте довольно существенное увеличение покупателей, да, то есть количество покупателей в день матча значительно выросло, и продажи тоже определенных категорий тоже выросли. Да, то есть это такое локальное событие в локальную дату на определенном магазине. И нам, по большому модели, вот в этом случае важно просто понимать, что этот прирост связан именно с этим событием, да. Не просто так, что там тренд, я не знаю, да, растущий, что там на следующей неделе там в тот же день опять придут люди и опять там купят в 10 раз больше там воды маленького литража, либо там жвачек, там, либо чипсов, да, нет. То есть модель должна понимать, что это, скажем так, непостоянное событие, да, то есть оно может повториться, если мы опять скажем, что через какое-то время у нас будет там футбольный матч, там, Кайрата еще с какой-то известной командой, и мы плюс-минус там получим такой же прирост, и она когда сможет спрогнозировать и сказать, ага, там в прошлом уже было такое событие, да, то есть вероятнее всего будет похожий прирост, и мы сможем плюс-минус угадать там по точности. Но если Кайрат будет играть там с Астаной, то, наверное, мы сейчас знаем, что такого прироста не будет, да, потому что количество зрителей, ажиотажа этого не будет, и, соответственно, трафик, да, он вырастет там, по сравнению с обычным, например, днем, но не настолько. Мне кажется, мы, кстати, сейчас с вами заходим на интересную тему, обсуждаем про данные, что их надо вести, собирать, там, цифровизовать, загружать в модель. Это к вопросу о том, что, как мне кажется, у некоторых людей есть ожидание, что искусственный интеллект, он все умеет и знает по умолчанию, что это такой волшебный джин, который может исполнить любое твое желание, если его только правильно просить и догадаться как. Уже совсем голову на аутсорс отдают искусственный интеллект, да, GPT. Ну, да, это скорее, да, неправильное ожидание. Ага. То есть любая модель умеет только то, что у нее заложено. То есть вот когда вы заходите там, в тот же самый чат GPT или его аналоги и задаете ему вопросы, как вам кажется, на абсолютно любые темы, от того, почему у меня там колет справа в боку, до того, как мне правильно оформить сделку по продаже квартиры, и он вам вроде как адекватно отвечает, вот, это только потому, что люди, которые его обучили его абсолютно на всем объеме текстов, который до сегодняшнего дня появился за всю историю существования сети интернет. То есть все там сайты, статьи, материалы социальных сетей, они там есть. Вот, соответственно, складывается ощущение, что он умеет все, потому что он искусственный интеллект, но на самом деле он может вам ответить на все эти вопросы, потому что в него это все было заложено. Вот смотрите, я вот сижу, простой смертный человек, я же точно понимаю, что некая машина, если она может обрабатывать данные со всего интернета, то, наверное, он умнее, чем я, которому там, явно там какой-то в пределах сотни лет там люди живут в среднем, и мы не можем изучать все подряд, у нас есть какие-то ограничения в памяти, мы не можем запоминать там много иностранных слов, там больше 20 очень сложно в день и так далее. Скорее всего, эта штука умнее, чем я. А тут вопрос того, что мы считаем умом. Ага. Потому что, да, безусловно, в модели заложено больше информации, и, как я уже говорила, она может учесть больше факторов при каком-то сочетании этой информации друг с другом. Но ум человека – это все-таки еще, наверное, целеполагание, то есть это понимание, на какой-то вопрос ты пытаешься ответить, зачем ты это делаешь. Вот такого пока у модели нет, они отвечают на все вопросы, которые задаем мы. И даже, например, тот же чат GPT – это, по сути, да, это он создает, например, текст или там картинку, если вы попросили. Но, по сути, когда он пишет текст, он, по сути, просто предсказывает каждое следующее слово по его вероятности возникновения. То есть он занимается тем, что он пытается угадать,
что могло бы быть написано в хорошем ответе, который бы вам на ваш вопрос сформировал кто-то другой. Предсказывает он, с разной степенью успешности. Все знают, что бывают и галлюцинации у моделей, бывают и ошибки, бывают, что они придумывают что-то, начинают. Конечно, этого становится меньше, их тюнингуют, но можно ли назвать умом сам факт наличия большого количества информации? Я бы, наверное, сказала, что нет, потому что тогда можно было бы сказать, что и Google умнее вас. Почему мы этот вопрос, мне кажется, начинаем задавать сейчас? Потому что то, как с нами начинают взаимодействовать искусственный интеллект, оно становится более антропоморфным. То есть он с нами разговаривает, он пишет фразы, в принципе, уже и голос генерируется, и изображение тоже. Мы начинаем ему приписывать какие-то человеческие характеристики типа ума, что, на мой взгляд, немножко некорректно. Хорошо, мы сейчас как раз к интересной теме подходим о том, как вам кажется, какие профессии вообще в принципе искусственный интеллект, может быть, никогда не заменит или не в ближайшее время не заменит, или он сможет заменить вообще все? Мне кажется, он точно не сможет заменить все, потому что у него явно не получится заменить те профессии, где требуется физический труд, например, да? Как же роботы, вот будут роботы, у них там будет тоже какой-то свой интеллект. Тут вопрос все-таки с заменой, да? Мне кажется, сложно сейчас делать какие-то прогнозы на то, что будет там через 5, 10, 50 лет, да, потому что за последние даже 10 лет, да, все нейросети сделали там довольно большой шаг с точки зрения развития, да, потому что тоже появление чата GPT, это, мне кажется, такая в эволюции говорят, роморфоз, да, то есть переключились на новую, поднялись на ступеньку вверх, потому что, например, мое знакомство с нейросетями началось еще лет 10 назад, у нас была нейросеть по имени Дуся, и, скажем так, ее возможности были довольно ограничены, да, по сравнению с тем, что мы имеем сейчас, но на то время это казалось чем-то таким тоже очень даже высокоуровневым, да. Но как будет через 10 лет, сложно сказать, но мне кажется, однозначно часть профессий заменить не получится, но сделать помощь практически любому человеку искусственный интеллект сможет. Мне кажется, что тут вопрос даже не в том, какие профессии он сможет или не сможет заменить, а в том, когда их заменит. Потому что мое личное мнение, что это просто вопрос времени и вопрос приоритетов. То есть те профессии, любые профессии, где работа идет с каким-то потоком массовым, чего бы то ни было, и где можно быстро получить экономию за счет того, что ты заменил ручной труд на труд машины, они точно, скорее всего, сейчас есть проработки у соответствующих компаний, соответствующих отраслей, и они будут заменены. То есть, например, какое-то время назад говорили, да, хорошо, машина может писать тексты, но она точно не может общаться с людьми, потому что всех там раздражают роботы, когда они звонят на горячую линию, и он тупит, у всех негатив, все говорят, переключите нас на оператора и так далее. Но сейчас голосовые помощники и функции распознавания и генерации речи, они достигают таких высот, что, возможно, уже в своей жизни разговаривали с роботами и не знали этого. Или, например, говорили, да, может быть, эта машина может генерировать заданный текст какой-то, но она точно не может создавать произведения искусства. Уже есть случаи, когда, например, на слепом тестировании включают музыку, написанную там композитором, и человек не может определить разницу. Повлияет ли это, например, на то, что исчезнет профессия композитора? Наверное, так, чтобы совсем полностью исключилась какая-то сфера творчества, наверное, нет. Но композитор, он же не только пишет симфонии. Очень большая часть индустрии творческой, она занимается коммерцией. И эта сфера вполне возможно будет автоматизирована именно в ближайшее время. Что делать? Что делать? Я думаю, что, наверное, самое основное, что может сделать современный человек, современный специалист, это просто как минимум быть в курсе. Чтобы не получилось так, что ваши коллеги уже тратят меньше времени на какую-то работу, чем вы, а вы все еще не в курсе. Но понятно, что есть какая-то определенная гигиена, которую тоже стоит выработать для себя в такой
таком бытовом использовании искусственного интеллекта. А я бы, наверное, для себя выделила, наверное, 3 основных сферы, в которых, ну, мои, по крайней мере, коллеги пользуются искусственным интеллектом. Первое – это, наверное, написание каких-то текстов, то есть там, писем, отчетов. Второе – это кодинг. И здесь я имею в виду не прям там, только программирование, но аналитики пишут SQL-запросы в базу, да. Кто-то работает с Excel, хочет для себя какой-то макрос написать. Вот для этого тоже люди пользуются нейросетями. И третье – это, конечно, поиск и структурирование информации. Что стоит учитывать? Первое – это, конечно, все это знают, но на всякий случай повторю, проверять информацию. Потому что, да, современные нейросети врут меньше, но все равно иногда привирают. Поэтому, если для вас действительно важно, что там приведена какая-то точная цитата, точные цифры и так далее, спросите ссылку, перепроверьте источник вручную. И, соответственно, если вы, например, делаете какой-то, опять же, там, код, макрос и так далее, запрос, протестируйте его со всех сторон. А второе, это если вы используете нейросеть для текста, пожалуйста, перечитывайте, что она пишет. И я вот иногда получаю резюме соискателей, в которой написано, что «Здравствуйте, я очень хочу работать в...» скобка открывается, название компании, скобка закрывается. Вот такого допускать, конечно, нельзя, даже если вы, ну, все-таки для чего-то там, для полировки формулировок воспользовались нейросетью. Ну, сразу видно, человек в тренде, да, пользуется. С одной стороны, да, с другой стороны, не уделил внимания, да. Ну и плюс вот этот нейросетевой слог, который многие люди, которые сталкиваются с генерируемыми текстами, они уже прям чуют, что это не человек писал, и это, конечно, тоже производит плохое впечатление. Ну и последний такой момент – это момент безопасности. Не все это знают, но если работать с нейросетью не по корпоративной, какой-то личной подписке, тем более бесплатной, там очень часто в пользовательском соглашении написано, что то, что вы загружаете в нейросеть, будет использовано для ее дообучения. Ну, что логично, потому что, опять же, вся информация из интернета уже собрана, которая там была, нужно откуда-то брать новую. Например, из запросов пользователей. Вот, поэтому не заливайте туда, пожалуйста, финансовые отчеты компании с предложением как-то обработать. Потому что, ну, вряд ли, конечно, их кому-то в ответ на их запрос выдадут напрямую, но всякое может быть. Лучше этим не рисковать. Окей, хорошо. И давайте тогда, наверное, какие-то общие выводы сформулируем по искусственному интеллекту. То есть вернемся к самому началу про термины. Это некая модель, которая дообучается, этим она отличается от стандартных программ. И на личном примере использования важно всегда проверять, насколько она вообще правильные данные нам дает. Сейчас много ворчат людей на эту тему, но мне кажется, не безосновательно. Можно перестать думать вообще в принципе. Ну, то есть люди полностью отдают как бы процесс мышления человеческого, некоторые люди, да, это делают, они просто вот про все подряд начинают искусственный интеллект спрашивать, ну и буду вот считать, что это мое мнение. Дальше. Наверное, отчасти там, где не было критического мышления, оно там и не появляется, да, но, может быть, есть шанс, что его станет еще меньше. Наверное, с этим тоже можно было быть осторожным. Ну, это и для личного использования, и для корпоративного тоже. То есть стоит помнить, что искусственный интеллект – это инструмент, но это инструмент не универсальный, это один из инструментов, которые доступны там, и человеку, и компании. И вот такое сравнение есть, что если у тебя есть молоток, все начинает казаться гвоздем, вот не надо считать, что искусственный интеллект – это твой молоток, а все вокруг – это гвозди. Потому что не для решения каждой задачи он хорош. Вот. И поэтому стоит критично, наверное, относиться в том числе к тому, в каких в целом ситуациях мы решаем им воспользоваться. Хорошо, звучит как хороший конец для нашего подкаста. Спасибо большое, коллеги, было интересно. До новых встреч. Спасибо большое, до новых встреч. В эфире был выпуск подкаста «Jazzball». Напоминаем, что вы можете слушать нас на нашем портале и телеграм-боте Magnum Live, а также слушать на платформах Apple Podcasts и Яндекс.Музыка. Делитесь ссылками на наш подкаст с коллегами и друзьями. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Jazzball, Саубол.